Слушайте нас чуть-чуть погромче в прямом эфире новостя. Перед микрофоном расселись Макар Марковкин и Щапан Шундуков. Здрасте. Никому ни за что не мстя, передаем последние новости. Российские новости. Бывший министр финансов Алексей Кудрин советует хранить долгосрочные личные сбережения в рублях, долларах и евро в равных долях. И это что-то новое. Да ладно, об этом уже 20 лет говорят. Да, но теперь об этом и Кудрин заговорил. Такой совет он высказал в субботу на открытом уроке по финансовой грамотности в средней школе номер 17 Архангельска. Да, я давно подозревал, что Кудрин не знает, какими проблемами живут рядовые граждане, особенно учителя и ученики. По его мнению, ежели доходы семьи равны расходам, то не стоит задумываться об обмене валюты, поскольку можно только потерять сбережения. Согласен. Тут надо думать, где более прибыльную работу найти. Продолжаем российские новости. Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что благодаря падению курса рубля число иностранных путешественников, посетивших Россию в 2015 году, увеличилось на 13%. А можно тогда до минимума уменьшить количество иностранных туристов в Россию и сделать курс рубля к доллару 1 к 1? По словам Сафонова, большинство путешественников прибывает в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Это приятно. Главное, не показывать им, как много в России рабочих мест. Кроме того, глава Ростуризма отметил, что россиянам открылись новые направления отдыха за рубежом. В их числе Болгария, Израиль и Иран. Ну что ж, порадуемся за эти страны. Скоро и там узнают, где находится Тагил. Туристов с прочих стран поток возрос, и это славно. Не то, чтоб есть на что смотреть, но подешевле явно. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.